В древние времена жили два брата. Младший из них был богатым, а старший бедным. Однажды обоим было нужно перевезти груз из одной деревни в другую. Поехали они вместе. Младший запряг в телегу мерина, а старший кобылу, которой уже пришла пора жеребиться. И вот, когда ночевали в другой деревне, кобыла бедняка ожеребилась, и жеребенок лег под телегу богача. Вышел богач во двор и видит, под его телегой жеребенок лежит. Разбудил он старшего брата и говорит ему: «Вставай, брат! Мой мерин ожеребился!» Бедняк отвечает: «Что ты, братишка? Разве мерин может родить жеребенка? Это моя кобыла ожеребилась». «Нет, брат, ведь жеребенок лежит под моей телегой», — упорствует богач. Пошли к судье. Судья был другом богача, поэтому присудили жеребенка ему. Тогда бедняк в поисках справедливости отправился в столицу к падишаху. Падишах выслушал его и говорит: «Если исполнишь мои задания, заставлю твоего братишку вернуть тебе жеребенка». «Я согласен». «Вот тебе 40 яиц. Пусть к завтрашнему дню из всех этих 40 яиц вылупятся живые цыплята». Вернулся бедняк домой. Дочка увидела, что он очень грустный, и говорит: «Что случилось, отец?» «Эх, доченька», — отвечает он, «маленькой ты осталась без матери, а теперь, когда тебе всего лишь 17, останешься и без отца». «Почему ты так говоришь?» «Потому что падишах задал мне задачу, которую нельзя решить». «Какую задачу?» Сказал: «Вот тебе 40 яиц, пусть к завтрашнему дню из всех этих 40 яиц вылупятся живые цыплята». «Не волнуйся, отец, эту задачу мы решим». Накормила дочка бедняка, и легли они спать. Наутро девушка встала очень рано, вскипятила воды, сварила в ней все 40 яиц и разбудила отца. «Вставай, отец, поешь и иди к падишаху». Увидел бедняк, что дочь сварила все 40 яиц, и за голову схватился. «Что я теперь скажу падишаху? Зачем ты это сделала, доченька?» «Затем, что вареные яйца есть удобнее», — отвечает девушка. «А падишаху скажешь вот что: цыплята вылупились, просят зерна до такого, чтобы утром было посажено, за день выращены колосья, а к вечеру сжаты и обмолочены». Поел отец и пошел к падишаху просить такого зерна, какого дочка велела. Падишах, конечно, не смог найти такого зерна для цыплят и сказал: «Ладно, вот тебе нитка длиной в аршин. Сотки мне из нее к завтрашнему утру полотенце, чтобы тоже было в аршин длиной». Снова грустный пришел домой бедняк и рассказал все своей дочери. А она опять говорит: «Не волнуйся, отец, эту задачу мы решим». Утром, когда нужно было бедняку идти во дворец, дала она ему палочку величиной с мизинец и научила: «Скажи падишаху так: чтобы из этой нитки соткать полотенце длиной в аршин, нужен специальный ткацкий станок. Сделай мне его из этой палочки». Так и сказал бедняк падишаху. Удивился падишах и спрашивает: «Кто тебя научил таким хитростям?» Отвечает бедняк: «Есть у меня дочка, которой 17 лет. Вот она и научила». «Она дома сейчас? Хочу посмотреть на нее». «Дома? Если хочешь, посмотри». Вернулся бедняк домой вместе с падишахом. Когда вошли в дом, дочка толкла в ступе проса. Падишах подошел к ней и спрашивает: «Скажи мне, красавица, сколько просенных зернышек в твоей ступе? И сколько из них осталось целыми?» Отвечает девушка: «Скажу, если скажешь мне, сколько шагов ты сделал, пока сюда дошел, сколько раз налево посмотрел и сколько направо». Падишах, конечно, не смог ответить на этот вопрос. Пригласил он дочь бедняка к себе в гости на следующее утро, но попросил: «Приходи ко мне не одетый, не раздетый, ни пешком, ни верхом, ни с подарком, ни без подарка, не иди по дороге, но и не сходи с дороги». Девушка согласилась. Пошла она к рыбаку, попросила у него рыбачью сеть.
Пошла к охотнику, попросила у него зайца и рябчика. Утром следующего дня сняла с себя всю одежду и завернулась в сеть. Взяла в руки рябчика, а между ног зайца зажала. И когда шла во дворец, одной ногой по дороге, другой рядом ступала. Встретил ее падишах. Дочь бедняка протянула ему рябчика. «Вот мой подарок!» Не смог падишах удержать птицу, она тут же и улетела. Нахмурился он. Зачем ты выпустила из рук рябчика? Разве это не подарок? Ты сам не смог свой подарок удержать. А почему ты с подарком пришла? А где принесенный мой подарок? Покажи мне его. А почему ты без одежды? Девушка показала рукой на рыбацкую сеть. А это разве не одежда? Если так, зачем в одежде пришла? Разве же это одежда? Все тело сквозь нее видно. А почему пешком пришла? Я не пешком, я верхом на зайце приехала. Если так, то зачем верхом приехала? Разве я верхом? Посмотри, ведь ноги мои на земле стоят. Понравились падишаху ее ответы, и пригласил он ее за стол. Поели, попили, стали разговаривать. Говорит падишах. Расскажи мне, красавица, как вы живете, чем занимаетесь? Отвечает девушка. Да у нас одно только дело. Ловим рыбу в поле, ее и едим. Что ты болтаешь? Разве бывает рыба в поле? Правильно. Как не бывает рыбы в поле, так и мерин не может жеребенка родить. Согласился с ней падишах. Велел он вернуть бедняку жеребенка, одарил находчивую девушку богатыми подарками и отпустил ее домой. Говорят, живут до сих пор отец и дочь в добром здравии, да жизни радуются.